И я хотел бы начать свою проповедь с приветствия, которым апостол Петр начинает свое второе послание. Ir aš norėčiau pradėti pamokslą nuo pasveikinimo, kurį surašė Petras savo antrajam laiške. 1 глава и 1 и 2 стихи. Pirmas skyrius, pirma ir antra eilutės. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру, то есть такую же драгоценную веру, по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Simonas Petras, Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas, gavusiems su mumis lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievo ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus teisumu, malonė ir ramybė te padaugėja jums Dievo ir mūsų viešpaties Jėzaus pažinimu. Сегодня я хотел бы так кратко поговорить о том, что важно, или, по крайней мере, должно быть важно в нашей христианской жизни, о нашей вере. Šiandien norėčiau trumpai pakalbėti apie tai, kas yra svarbu ir turi būti svarbu mūsų krikščioniškame gyvenime, tai yra apie mūsų tikėjimą. Или, как пишет Петр вот в своем приветствии, о драгоценной вере. Kai Petras rašo savo pasveikinimą, kad tikėjimas yra brangus, Вообще с этим согласны, что наша вера – это вера драгоценная? ar jūs sutinkate su tuo, kad mūsų tikėjimas yra brangus? Вы согласны с этим? Ar sutinkate? А если согласны, а что в ней драгоценного? O jeigu jūs sutinkate, tai kas yra tokio brangaus Что, tikėjime? что драгоценного в моей вере? Kas yra brangaus mano tikėjime? Ведь мы называемся верующими людьми, нас называют верующими людьми. Mes vadinamės ir mūsų vadina tikinčiai žmonėmis. И хотя все люди в этом мире во что-то верят, там, в себя, в других людей, в свой достаток, в финансы, Ir žmonės šiame pasaulyje tiki kažkuo, arba savimi, arba savo finansais, arba kitais žmonėmis, arba savo turtais. верят в том, что кажется разумным и в полное безумие вообще. Kartais tiki ir tokiais visiškai beprotiškais dalykais. Однако именно за христианами закрепилось вот такое вот название «верующие». Bet būtent krikščionys turi tokį pavadinimą tikintieji. И сложно сказать, почему так произошло. Ir sunku pasakyti, kodėl taip įvyko. Но для нас это должно быть важно, потому что наша вера, как видно, отличает нас от веры других людей. Bet mums tai turėtų būti svarbu, nes matomai mūsų tikėjimas skiria mus nuo kitų žmonių. Так вот, что в ней такого особенного, что Павел говорит, что наша вера драгоценная? Ir kasgi tikėjime yra tokio ypatingo, kad Petras sako, kad mūsų tikėjimas yra brangus, Что она имеет такую какую-то высокую ценность? kad mūsų tikėjimas turi tokią vertę didelę. Ведь именно христиане проповедуют и исповедуют, что личная вера – это главное условие для твоего спасения. Nes būtent krikščionės skelbia apie tai, kad būtent tikėjimas yra pagrindinė tavo išgelbėjimo sąlyga. Когда ты выпадаешь за борт в открытом океане, Kai tu iškrinti už borto kažkur vandeninė, то для тебя ценно это не сумма на твоем счете, не твоя там красота или твой ум. tai vertingi yra ne tavo grožis, ne ta suma, kuri turi banko sąskaitoje. Какая главная ценность для тебя, находящимся в открытом океане? Kokia pagrindinė vertybė būtų tau, jeigu taip atsidurtum tiesiog vandeninė? Это спасательный круг, который оказался рядышком. Tai gelbėjimosi ratas, kuris būtų šalia. Я помню, что я на каком-то семинаре услышал такую мысль, с которой вначале как бы не хочется согласиться. Kažkurio seminaro metu buvau užgirdęs tokią mintį, su kuria iš karto nesinorėtų sutikti, Что не твоя вера спасает тебя. kad ne tavo tikėjimas tave gelbsti. Тебя спасает не вера в том, что ты схватишься за этот спасательный круг и не утонешь. Tave gelbsti ne tas tikėjimas, kad tu pasigriepsi tą gelbėjimosi ratą ir nenuskesi, Тебя спасает спасательный круг. bet tave gelbsti būtent gelbėjimosi ratas. Так вот, не твоя вера тебя спасает, Tai štai taip, ne tavo tikėjimas tave gelbsti, но твоя вера соединяет тебя со Христом, в котором твое спасение. bet tavo tikėjimas jungia tave su Kristumi, kuriame tavo išgelbėjimas. Схватившись за круг, ты спасаешься, Ir kai pasigriepsi tą ratą, tu išsigelbėsi, потому что круг не утонет. nes tas ratas nenuskes. А без круга и со своей верой ты все равно утонешь. O be to rato, kad ir su savo tikėjimu, tu vis tiek nuskesi. Я как-то беседовал с одним братом,
Kažkada kalbėjausi su vienu broliu. Я его здесь не вижу, но если он там услышит, это с любовью я говорю. Jo čia nematau, bet gal jisai ten išgirs kažkur, čia su meilė kalbu. И он так сказал, что у меня такая необычная и самобытная вера. Ir jis pasakė, kad turiu tokį savitą, neįprastą tikėjimą. Имея в виду, очевидно, что его вера как-то отличается от веры других людей. Greičiausiai jis turėjo omeny, kad jo tikėjimas kažkaip skiriasi nuo kitų žmonių tikėjimo. Но правда заключается в том, что твоя вера, та вера, которую ты имеешь в себе, это подарок тебе от Бога. Bet tiesa yra tokia, kad tas tikėjimas, kurį turi savyje, tai yra dovana tau iš Dievo. И природа твоей веры, она не человеческая. Ir tavo tikėjimo prigimtis nėra žmogiška. Вера написана от Слова Божия. Parašyta, kad tikėjimas yra iš Dievo žodžio. Бог сказал, и ты поверил. Dievas pasakė ir tu patikėjai. Он захотел, чтобы в твоем сердце зародилась вот эта вот вера. Jis panorėjo, kad tavo širdyje gimtų tas tikėjimas. И в Евангелии от Марка в 11 главе, в 23 стихе написано так, в начале этого стиха. Ir Evangelijoje pagal Morko 11 skyriuje По-моему, в литовской Библии это предыдущий стих. parašyta yra taip, galbūt, kad lietuvių Biblijos vertime yra biški kita eilutė. Но там написано так, имейте веру Божию. Ir ten parašyta taip, turėkite tikėjimą Dievu. Вот, и это такой правильный синодальный русский перевод. Ir tai būtų labai toks teisingas Я не vertimas. совсем понимаю, как там по-литовски написано точно. Imėti vyrų Božijų. Да. Вот. Но вот эта правильная мысль, что мы имеем веру Бога или веру от Бога. Ir tai yra teisinga mintis, kad mes turim tikėjimą Dievu iš Dievo. И это многое объясняет. Ir tai daug paaiškina. Потому что если мы снова вернемся вот в этот стих, с которого мы начали, в Yes. приветствие апостола Петра, Nes jeigu mes vėl grįžtumėm prie tos eilutės, nuo kurios pradėjom, prie Petro sveikinimo, он пишет о том, что ты эту веру как-то не родил сам себе. jis rašo apie tai, kad kažkaip nepagimdė pats savyje to tikėjimo. Ты там как-то не напрягся, у тебя получилось что-то. Ne taip, kad tu ten kažkaip įsitempė ir tau gavosi, Не твой интеллект что постиг, nei tavo intelektas kažko pasiekė, но ты принял ее. bet tu gavai, priėmėjai tą tikėjimą, Тебе передали эту веру tau perdavė jį или подарили. ar padovanojo, kaip norite. И ты имеешь это такой драгоценный подарок от Бога, Ir tu turi tokią brangę dovaną iš Dievo, благодаря которому ты имеешь спасение во Христе. kurios dėka tu turi išgelbėjimą Kristuje. Ведь в этом и заключалась цель прихода Иисуса Христа. Nes būtent tai ir buvo Kristaus atėjimo tikslas. В Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих написано так. Evangelijoje pagal Joną 10 parašyta taip. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. И здесь Христос говорит, для чего Он пришел в этот мир. Ir čia Kristus sako, dėl ko jisai atėjo į šį pasaulį. Однако в первой части Иисус говорит о том, что есть тот, кому это интересам кого это противоречит. Bet pirmoji daly Jėzus sako, kad yra tas, kurio interesams tai prieštarauja Чьи интересы противоположны интересам Христа. ir kurio interesai yra priešingi Kristaus interesams. Тут так называется вор. Čia tai pavadinta vagimi, Но мы понимаем, что это враг человеческой души. bet mes suprantame, kad čia yra žmogaus sielos priešas. И как вы думаете, вот эта вот личность, она останется равнодушным к такому подарку, который тебе дали? Ir kaip manote, ta asmenybė bus abejinga tai dovanai, kurią gavai, Который противоречит его интересам. kuri prieštarauja jo interesams. И вот на веру было всегда очень много нападок в течение всей истории христианства. Ir tikėjimas per visą krikščionybės istoriją buvo labai puolamas. Там веру заменяли знанием, гностицизм такой был. Ir buvo bandyta tikėjimą pakeisti žiniomis, tai buvo gnostikai. Потому что веры недостаточно, нужны еще какие-то дела закона. Ir kad tikėjimo nepakanka, kad reikia dar kažkokie įstatymo darbai. Веру противопоставляли разуму и сводили ее к чувствам. Ir būdavo taip, kad tikėjimas buvo priešpastatytas prieš protą ir suvestas prie jausmų. Сейчас очень популярно, когда веру такую делают инструментом какого-то успеха. Ir dabar labai populiaru, kai tikėjimas paverčiamas kažkokios sėkmės įrankiu. И в Евангелии от Иоанна есть такая примечательная история. Ir Evangelijoje pagal Joną yra tokia nepaprasta istorija. И кто читал Евангелие, тот наверняка ее помнит. Ir kas skaitė Evangeliją, tikriausiai prisimena. Помните историю про Иисуса и Иаира?
Ar prisimenat tai istoriją apie Jėzų ir Jairą? Кто такой был Иаир? Кто-то Kas помнит? toksai buvo Jairas, kas prisimena? Начальник, да. Начальник синагоги. Этим Taip. она и примечательна. Jisai buvo sinagogos viršininkas ir todėl ta istorija neįprasta. Да. К Иисусу приходит начальник синагоги Pas Jėzų ateina sinagogos viršininkas и говорит, что его дочка, она умирает. ir sako, kad jo dukra miršta И просит Иисуса прийти и ее и исцелить. ir prašo Jėzaus, kad jis ateitų ir pagydytų. И пока Иисус идет, там, помните, подключается еще там история, когда женщина с кровотечением его касается. Ir kol ten Jėzus eina, prisimena dar kartu atsitiko ta tokia istorija apie moterį sergančią kraujoplūdžiu. Так вот, пока Иисус идет, девочка умирает. Ir kol Jėzus ateina, mergaitė mirė. И приходят и говорят, не надо уже идти, все закончилось. Ir kai visi ateina, sako, jau viskas nebereikia, jau viskas pasibaigė. Но Иисус говорит такие слова, которые вновь таки дали, я верю, веру в сердце Иаира. Bet Jėzus ištarė žodžius, kurie vėl paskatino tikėjimą Jairo širdyje. Иисус сказал, не бойся, только веруй. Jėzus pasakė, nebijok, tik tikėk. И читая вот эти слова, мы берем их для себя. Ir skaitydami šitos žodžius mes galim pasiimti juos savo. Плюс вот этот принцип реформации. Помните, один из принципов реформации – сола фиде, только вера. Ir vienas iš reformacijos principų yra žodis fide, tikėjimas, tik tikėjimas. Они укрепляют нас в уверенности в том, что веры достаточно для успешной христианской жизни. Ir tai leidžia mums įsitvirtinti tame, kad tikėjimo pakanka sėkmingam krikščionio gyvenimui. У Иаира же получилось. Он получил то, что он хотел. Jairui iki gavosi, jisai gavo tai, ko norėjo. И мы часто от людей слышим, что я верю. Ir mes dažnai iš žmonių girdime, aš tikiu. Где-то в душе, я никому об этом не говорю, но я верю. Kažkur ten giliai sieloje, aš niekam apie tai nesakau, bet aš tikiu. Вы наверняка встречали таких людей. Возможно, даже среди своих родных, которые говорят, что мы верующие. Ir tikriausiai jūs buvot sutikę tokių žmonių ir gal tarp savo giminių, kurie sako, taip, aš esu tikintis. Но проблема в том, что мы не можем назвать их верующими. Читая Писание, мы не можем сказать, что они верующие люди. Bet problema tokia, kad mes negalim pavadinti jų tikinčiaisiais, nes skaitom raštą ir nematom to. Да, они верят, но мы понимаем, что с их верой что-то не то. Taip, jie tiki, bet mes suprantame, kad su jų tikėjimu kažkas ne taip. А потому что мы читаем Библию целиком. Todėl, kad mes skaitome Bibliją visą И мы читаем вот эти слова только верой, и мы с ними согласны, да и аминь. ir mes skaitome tuos žodžius tik tikėk ir mes su jais sutinkame, taip, amen. Но мы идем дальше, мы читаем дальше послание апостола Павла, где написано так. Bet mes einam toliau ir skaitom apaštalo Pauliaus laišką, kur yra parašyta šitaip. 1 Тимофею, 6 глава, 12 стих, 1 Timotiejui 6.12, где написано так. «Подвязайся добрым подвигом веры». kur yra parašyta taip, kovok gerą tikėjimo kovą. И мы понимаем, что наша вера должна нас на что-то подвигнуть. Ir mes suprantame, kad dėl savo tikėjimo tas tikėjimas skatina dėl kažko И kovoti что-то в нас произвести. ir kažką mumise padaryti. И мы понимаем, что если ты веришь, но в твоей жизни это вот это место подвигу, да даже если не подвигу, просто движению какому-то. Ir mes suprantame, kad jeigu gyvenime tokios vietos kažkokiam judėjimui nėra, И мы понимаем, тогда с твоей верой что-то не то. ir mes suprantame, tada su tavo tikėjimu kažkas ne taip. Смотрите, во втором своем письме Тимофею Павел снова возвращается к своей же терминологии. Žiūrėkite, antram laiške Timotiejui Paulius vėl sugrįžta prie savo terminologijos. 4 глава, 7 стих написано так. 4.7 parašyta taip. Подвигом, вот опять этот подвиг, да, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Бог дает нам эту веру, Ir Dievas duoda mums tą tikėjimą, но наша ответственность эту веру практиковать, bet mūsų atsakomybė yra praktikuoti tą tikėjimą веру хранить. ir išsaugoti, išlaikyti jį. У нас дома есть собака, Mes namuose turim šunį, пока что еще. kol kas dar. И мы как бы из лучших побуждений всегда, кормили то, что нам нравилось. Ir mes norėdami tik geresnio tam šuniui maitindavom tuo, kas mums patiko. Кушаем виноград и даем ей, это ж полезно и вкусно. Valgom vynogės ir duodam šuniui, nes taigi naudinga ir А skanu. потом собаке плохо. Я читаю, что виноград ни в коем случае нельзя ей давать. O po to tam šuniui pasidaro blogai ir aš skaitau, kad negalima šuniui duoti vynogių.
Сейчас такое время, ну, персики созрели, Ir абрикосы. dabar toks laikas, kad jau sunokę yra persikai, Ну, abrikosai. это ж вкусно и полезно. Как бы собаке дали эту Taigi абрикосу. skanu, naudinga davėm šuniui abrikosą. Ну, как бы думали, что она съест абрикос, косточку оставит. Bet kažkaip pagalvojom, kad šuo suvalgys tą, suės tą abrikosą, bet paliks kauliuką. Естественно, это не произошло, и потом я читаю, что косточки для собаки эти смертельно опасны, потому что там цианид содержится. Bet šuo kauliuko nepaliko ir aš skaitau, kad tie kauliukai yra mirtinai pavojingi šunims, nes ten savyje turi cianido. То есть кажется красивым, но есть то, что нельзя, ну, давать этой собаке. Bet atrodo tai gražiai, bet pasirodo tai yra tai, ko negalima šuniui Нельзя duoti. кормить ее тем, что только мне нравится. Ir negalima šerti šuns tuo, kas man patinka. Также и нашу веру, ее надо кормить. Ir mūsų tikėjimą taip pat reikia kažkaip maitinti. Но иногда мы так же часто с ней обращаемся, что кормим ее, чем попало. Bet būna taip, kad mes elgiamės taip ir maitinam, kas, ko papuola. Только верой, супер благодать. Vien tik tikėk, kad tokia super malonė. Есть еще такое понятие непреодолимая благодать. Делай, что хочешь, все равно будет вот как Господь запланировал. Ir netgi yra tokia savoka nenugalima malonė, kad ta prasme daryk, ką nori, vis tiek Dievas padarys tai, ką suplanavo. Вот он тебя спас, и можешь жить как хочешь. Vat jis tave išgelbėjo ir gyvenk kaip nori. И, к сожалению, это и себе говорю, мы слишком часто становимся толерантными к греху. Ir dėja, aš tai sakau ir pats savo, mes per dažnai tampame tokie toleruojantis nuodėmę. Не справляешься со грехом в своей жизни, ничего страшного. Написано, все мы много согрешаем. Negali susidoroti su nuodėme savo gyvenime, nu tai nieko baisaus, nes parašyta, kad mes visi nusidedam. Мы же спасены не делами плоти, а благодатью. Mesgi esam išgelbėti per malonę, o ne per kūno darbus. И сейчас много такой информации в интернете. Ir dabar yra internete labai daug tokios panašios informacijos. Много проповедников, которые проповедуют то, чего в Писании нету. Ir daug yra pamokslininkų pamokslaujančių tai, ko rašte iš viso nėra. Или искажающих то, что там написано. Arba iškreipiančius tai, kas ten parašyta. А иногда просто приносящих такие чуждые идеи из мира и подкрепляющих просто какими-то стихами из Библии. O kartais net tokie pamokslininkai atneša kažkokių svetimų idėjų iš pasaulio ir dar patvirtina tai rašto eilutėmis. И это не моя мысль, но я хотел бы оставить ее вам. Tai nėra mano mintis, bet norėčiau tą mintį palikti jums, Наша вера питается праведностью. nes mūsų tikėjimas maitinamas teisumu. И вы сразу можете такой сказать контраргумент. Ir jūs iš karto galite prisiminti tokį kontrargumentą. Вспомнить 15 главу, Бытие, 6 стих, написано так. Авраам поверил Господу, и он вменил это ему в праведность. Ir jūs prisiminsite pradžios knygos 15 skyriaus 6 eilutę. Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. И это действительно так, да и аминь. Ir tai buvo taip. Amen. Потому что может еще сделать грешный человек, как только уверовать и получить спасение в Иисусе и праведность Его? Ką dar galėtų padaryti nuodėmingas žmogus, kai tik tai įtikėti Jėzumi ir gauti jo teisumą? Но мы читаем Библию целиком, Bet mes skaitome Bibliją visą и мы видим множество мест Писания, которые говорят не о недостаточности веры, но в том, что твоя вера должна как-то проявляться. ir mes skaitome daugybę rašto vietų, kur yra parašyta ne apie tai, kad to tikėjimo yra nedaug, bet apie tai, kad tas tikėjimas turi būti kažkaip parodomas. Та вера, которая у тебя, это Божья вера, а у Божьей веры есть свои стандарты. Tas tikėjimas, kuris yra tavyje, tai yra iš Dievo, o tas tikėjimas turi savo standartus. И, может быть, хотелось бы так процедить Писание такое и оставить то, что нам нравится. Gal ir norėtųsi kažkaip perkošti tą raštą ir palikti tik tai, kas mums patinka. Мы начали с послания Иакова. Mes pradėjom nuo Jokūbo laiško. Такое, кстати, послание Иакова – это одно из последних, а может даже последнее послание, которое было принято в канон. Iš tikrųjų, Jokūbo laiškas tai turbūt paskutinis arba vienas iš paskutinių, kuris buvo įtrauktas į kanoną. Но даже вот после принятия его к нему всегда относились так с настороженностью. Bet netgi priėmus tą kanoną vis tiek žiūrėjo taip atsargiai tą laišką. А Лютер даже писал, что он охотно бы исключил его снова из Библии. O Liuteris net rašė, kad mielai būtų išmetęs iš rašto. Вот из этого послания прочитаем, там как раз про Авраама написано. Ir mes skaitysime kaip tik iš to laiško, ten kaip tik apie Abraomą parašyta. 2 глава, 22 стих. Antras skyrius 22 eilutė. Написано так. «Видишь ли, что вера содействовала делам его». Это про Авраама написано так. «И делами,
вера достигла совершенства. Ar matai, kad tikėjimas, čia kaip tik apie Abraomo tikėjimą parašyta, veikia kartu su jo darbais ir darbais tikėjimas buvo atbaigtas? То есть, другими словами, то, что делал Авраам, оно создало такую атмосферу, в которой вера достигла своей полноты. Tai kitais žodžiais tariant, tai, ką darė Abraomas, kaip tik ir padarė tą, kad tikėjimas pasiektų savo pilnatvės. Апостол Павел в послании к Галатам в 5 главе, в 6 стихе говорит так. Apaštalas Paulius laiške Galatams 5 skyriuje sako taip, Потому что во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. nes Kristuje Jėzoje nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, bet tikėjimas veikiantis meilę. Ответьте себе на один вопрос. Atsakykite savo vieną klausimą. Во мне есть вера, у вас есть вера. Manyje yra tikėjimas, jumise yra tikėjimas. Но я же не могу никак ее пощупать, никак не могу ее оценить. Размер ее какой-то, ее величие. Bet aš kažkaip negaliu jo apčiopti ir aš negaliu nustatyti, koks tikėjimo dydis gal, Или количество этой веры во мне. arba koks kiekis to tikėjimo manyje. Тот же апостол Павел, помните, призывает заглядывать как бы в себя и смотреть на себя, говорит, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Ir tas pats apaštalas Paulius ragina mus tirti save, ar esame tikėjime, А как это сделать? o kaip tai padaryti? Как я могу испытать свою веру? Kaip aš galiu išbandyti savo tikėjimą? Какой тест для моей веры и для вашей веры? Koks būtų testas mano ir jūsų tikėjimui? И ответ выше. Ir atsakymas yra aukščiau. Твоя вера проявляется, и она видима в поступках, которые совершены из любви. Tavo tikėjimas matomas iš tų poilgių, kuriuos padarė iš meilės. То, что ты делаешь, как ты поступаешь с любовью, говорит о твоей вере. Ką tu darai, kaip tu elgėsi su meilė, va taip daug ką pasako apie tavo tikėjimą. Скольким людям вокруг тебя хорошо от того, что ты веришь? Kokiam žmonių kiekiui yra gera nuo to, kad tu tiki. Апостол Павел, он является таким апологетом спасения по благодати. Ir apaštalas Paulius nėra toks apologetas išgelbėjimo pagal malonę. И он в послании к Тимофею, в первом послании, в 1 главе, 18-19 стих пишет так. Ir jis laiške Timotėjui rašo šitaip. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Šį įsakymą perduodu tau, sūnau Timotėjui, pagal ankstesnės pranašystės apie tave, kad jomis remdamasis kovotum gerą kovą, turėdamas tikėjimą ir gerą sąžinę, jos atsižadėjus kai kurių tikėjimo laivas sudužo. Так вот, добрая совесть – это когда ты поступаешь в соответствии со своей верой. Tai gera sąžinė, kai tu elgiesi pagal savo tikėjimą. То есть наша вера, она состоит как бы из таких двух компонентов. Tai yra mūsų tikėjimas susideda tarsi iš dviejų tokių komponentų. Вера, которую Бог тебе дает, Tikėjimas duodamas Dievo и из того, что рождается тебе эта вера. ir iš to, kas gimsta tavyje iš tavo tikėjimo. Добрая совесть, Gera sąžinė, какое-то действие. kažkoks veiksmas. И отсутствие вот этого второго компонента, доброй совести. Ir to antro komponento geros sąžinės nebuvimas. Апостол Павел говорит, что это приведет тебя к крушению, к кораблекрушению в вере. Apaštalas Paulius rašo, kad tai ves prie tokio laivo, tikėjimo laivo sudužimo. Или просто там утонешь, пойдешь на корм к акулам. Tiesiog nuskesi, būsi kaip masalas ten rykliam. Так твоя праведность, то, что ты делаешь из любви, это питает твою веру. Ir tavo teisumas, ką tu darai iš meilės, tai maitina tavo tikėjimą. Только веруй и ничего при этом не делай, это так не работает. Nes jeigu tik tikėk ir nieko daugiau nedaryk, tai taip neveikia. И мы же понимаем, что под подвигом веры или верой, действующей любовью, значит нечто большее, чем прийти просто в воскресенье в церковь. Ir mes suprantame, kad tas tikėjimas, kuris veikia per meilę, tai yra kažkas daugiau nei tiesiog ateiti sekmadienį į bažnyčią. Мы все помним такой один из золотых стихов Библии. Ir mes prisimenam vieną iš tokių auksinių Biblijos eilučių. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Laiškas romiečiams 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание Слова Божьего. Taigi tikėjimas iš klausimo, o klausimas iš Dievo žodžio. Здесь есть два момента. Ir čia yra tokie du momentai.
Во-первых, вера, которая в нашем сердце нарождается от Слова Божьего. Бог Visų, сказал, и у нас появилась эта вера. visų pirma, tas tikėjimas, kuris yra mūsų širdyje, jisai gimė iš Dievo žodžio, nes Dievas pasakė ir tas tikėjimas atsirado. Библию читаем, проповеди слушаем. Иногда Бог прямо говорит. У Бога разные пути. Ir Bibliją skaitom, ir klausomės pamokslų, Dievas turi skirtingų kelių. И второе, для того, чтобы наша вера утверждалась, нам необходимо Слово Божье. Ir antra, kad mūsų tikėjimas būtų tvirtas, mums reikalingas Dievo žodis, Слышать Слово Божье. girdėti Dievo žodį. И здесь возникает трудность. Ir čia atsiranda sunkumas. Потому что от чего зависит то, что я слышу, и то, что я слушаю. Nuo ko priklauso, ko aš klausausi. У нас очень избирательный слух. Nes mūsų toks klausimas labai šankus И это с детства. ir tai nuo vaikystės. У кого есть дети, они знают, что дети слышат очень избирательно. Ir kas turi vaikų, tas žino, kad vaikai klausosi labai taip išrankiai. Они на каком-то таком генетическом уровне не слышат, когда им говоришь что-то сделать. Почему Ir не слышат? jie kažkokiame genetinėme lygyje negirdi, kai sakai kažką padaryti, Но очень хорошо слышат то, что их не касается вообще. bet labai gerai girdi tai, ko jų neliečia. И мы очень часто не лучше этих детей, только их можно простить Bet mes dažnai būnam negeresni už tos vaikus, bet juos galima atleisti и понять можно их. ir suprasti juos galima. А то, что слушаем мы, может очень сильно повлиять на нашу перспективу. O tai, ko klausomės mes, gali labai stipriai paveikti mus ir mūsų perspektyvas. Притчи 17 глава, 4 стих написано так. «Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного». Patarlių 17:4. Nedorėlis klauso klastingų lūpų, o melagis pikto liežuvio. То есть твое состояние сердца будет определять то, что ты слушаешь. Tai yra tavo širdies būsena apspręs tai, ko tu klausaisi. Твоя жизнь, она будет определять то, что ты слушаешь. Ir tavo gyvenimas bus apspręstas to, ko tu klausaisi. Не будешь делать добро, и доброго слушать не будешь. Jeigu tu nedarysi gerų dalykų, tai ir nesiklausysi gero, Потому что это доброе будет обличать себя. nes tai, kas yra gera, tave kaltins. Все взаимосвязано. Viskas yra susiję. То, что ты слушаешь, будет определять то, как ты живешь. Ir ko tu klausaisi, tas apspręs, kaip tu gyvensi. А то, как ты живешь, будет определять то, что ты слушаешь. O kaip tu gyvensi, apsprendžia tai, ko tu klausaisi. Если живешь во лжи, то и слушать будешь такую же ложь, Jeigu tu gyveni mele, tai ir klausysis melo, которая будет успокаивать себя. kuris tave ramins. В 1 Тимофею 4 глава 1 стих написано так. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят от некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Pirmam laiške Timotėjų 4.1 parašyta. Dvasia aiškiai sako, kad paskutiniais laikais kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų То mokymams. есть произойдет что? Tai yra kas atsitiks. То, что ты делаешь, или то, что ты не делаешь, оно определит то, что ты будешь слушать. Tai, ką tu darai arba ko nedarai, apspręs tai, ko tu klausiesi. А в конце концов это определит то, во что ты будешь верить. O galiausiai tai apspręs tai, kuo tu tikėsi. Kuo tu tikėsi. Адам и Ева, они не были злодеями какими-то. Adomas ir Jeva nebuvo kažkokie piktadariai, Но посеяно вот это семя сомнения в Боге, то, что она слышала, bet buvo pasėta tokia abejonės sėkla, ką jinai išgirdo, то, что она выбрала слушать, ir kad jinai pasirinko klausytis. оно посеяло сомнение, осквернило ее сердце и привело к катастрофе. Ir ta abejonė suteršė jo širdį ir atvedė prie katastrofos. Знаете, я хочу вас вдохновить. Žinote, norėčiau jūs įkvėpti. Видите, Библия очень многогранная книга. Biblija turi labai daug briaunų, Она целостная книга. bet jinai tokia vieninga knyga. И мы читали сегодня много мест, которые говорят о важности веры, Ir mes skaitėm daugybę vietų, kuriuose rašoma apie tikėjimo svarbą, которая двигает себя в определенном направлении, kuris skatina judėti tam tikrą linkmę которая побуждает тебя действовать и делать это с любовью, ir skatina tave veikti ir veikti su meile. которая двигает тебя в том, как ты живешь, Ir skatina tave judėti tame, kaip tu gyveni, в том, что ты слушаешь, ko tu klausaisi. и в конечном итоге определяет конец твоей жизни. Ir galų gale apsprendžia tavo gyvenimo pabaigą.
Когда вы видите, что вы можете сделать доброе во Kai, имя Иисуса Христа, kada jūs matote, kad galite padaryti kažką gero Jėzaus Kristaus vardu, делайте это. darykite tai. Не ждите какого-то благоприятного времени, достаточных средств в каких-то ваших кошельках. Nelaukite kažkokio tinkamesnio meto ar kad būtų daugiau pinigų jūsų piniginėse. Написано, любовью служите друг другу. Parašyta, su meile tarnaukite vieni kitiems. И это не только о проповеди, это далеко не только о пении. Ir tai ne tik apie pamokslavimą, ne apie gėdojimą. Не знаете, что сделать, просите у Бога, удивитесь Его ответу. Nežinote, ką daryti, paklauskite Dievo ir jūs nustepsite, kaip jis jums Вокруг sakys. каждого из нас есть много нужды. Aplink kiekvieno iš mūsų yra labai daug poreikio. И пусть на этой неделе от вашей веры станет кому-то хорошо. Ir jeigu šią savaitę nuo jūsų tikėjimo kažkam pasidarys geriau, Чтобы наша вера была видна, моя вера была видна не только мне, kad mano tikėjimas būtų matomas ne tik man, но и тому, кто рядом со мной находится. bet ir tam, kuris yra šalia manęs. И в конце хотел прочитать одно такое, то место Писания, которое мы точно знаем, и знаем его наизусть. Ir pabaigoje norėčiau perskaityti tą rašto vietą, kur tikrai mes daugybę žinome ir žinome mintinai. Это Ефесянам 2 глава, 5-8 стих. Tai Дальше. laiškas Efeziečiams, 2 skyrius, 5 ir 8 ir toliau eilutės. 8-9 стихи. 8-9 eilutės. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Вы согласны с этим? Ar jūs sutinkate su tuo? Друзья, вы согласны с этим? Draugai, Что мы jūs спасены sutinkate, благодатью, kad мы mes ничего не išgelbėti сделали для своего malonę, спасения. kad mes nieko nepadarėm savo Оно только išgelbėjimui, в Иисусе Христе. nes tas išgelbėjimas tik Jėzuje Kristuje. А вы знаете, как звучит 10 стих? Ar žinote, kaip skamba 10 eilutė? Вот, хотел интригу протянуть. Norėčiau taip, biški taip, intrigos. Написано, потому что мы, Его творение, Ir parašyta, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. mes esame jo kūrinys sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Одно без второго не работает. Ir viena be kito neveikia. То, что ты делаешь, Tai, то, что ką ты tu делаешь для darai, других, для церкви, для окружающих, ką tu darai kitiems bažnyčiai, aplinkiniams, на самом деле скажет о том, спасен ли ты через веру, спасен ли ты по благодати, потому что благодать производит те действия, должна производить. iš tikrųjų pasako apie tai, ar esi išgelbėtas, ar esi išgelbėtas pagal malonę, nes ta malonė skatina tave veikti. Поэтому пускай Бог благословит нас, Ir tegu Dievas palaimina mus, нашу церковь, mūsų bažnyčią, чтобы, пускай такое в короткой перспективе, на этой неделе, paimsim tokią trumpą perspektyvą šią savaitę, чтобы наша вера в нашем сердце, kad mūsų tikėjimas mūsų širdyje, который может, не видно, kurio gal ir nesimato, по улице идем, сложно сказать, верующий человек или неверующий. kai einam gatvę, tai sunku pasakyti, tikintis žmogus ar ne. Только если беззаконие какое-то творит, то, скорее всего, неверующий, то не факт. Nebent ten kažkokius negerus dalykus daro, tai galima pasakyti, kad greičiausiai netikintis ir tai nėra faktas. Так вот, пускай от моей веры кому-то еще станет хорошо, кто-то порадуется этому. Tai tegu dėl mano tikėjimo dar kažkam pasidarys geriau, tegu kažkas apsidžiaugia. В первую очередь Господь, Visų pirma viešpats, а потом и мой ближний. o antra vėliau ir mano artimasis.